10 тысяч шагов к жизни. Не именно столько, по рекомендации ВОЗ, человеку необходимо проходить ежедневно. Всероссийскую акцию сегодня провели Республиканский центр медицинской профилактики совместно с мэрией Магаса и единороссами. Мероприятие приурочили ко Дню здоровья. Приобщилась и наш корреспондент Хава Гагиева. Сегодня городская аллейка превратилась не просто в зону отдыха, а в территорию здоровья. Пройти 10 тысяч шагов здесь ни для кого не составит труда. Одним на помощь приходит техника дыхания, а Азу Баркинхоеву же мотивирует командой ДУ. Девушка надеется сегодня прошагать по максимуму. Я пришла с большим удовольствием, так как ходьба мне приносит только радость, удовольствие. То есть никакого труда мне это не составляет, тем более с моими друзьями, знакомыми, прогуливаться по парку на свежем воздухе с такой прекрасной погодой. Как думаешь, сколько уже нашагала? Где-то 1000 уже будет. Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» – ежегодное мероприятие, которое проводится в День здоровья. Студенты, школьники, волонтеры, врачи. Сегодня здесь все равны. Особых правил и установок нет. Самое важное – преодолеть на своих двоих 8 километров. Такая гимнастика позволит ребятам зарядиться силой и энергией на весь день. Мы агитировали молодежь на протяжении недели, чтобы они собрались сегодня здесь и вместе с нами прошли по этой аллее 5000 шагов. Подобная акция будет проходить не только в Магасе, но сегодня она еще проходит в Малгобеке, в Карбулаке, в Сунже и в Назране. Муниципалитеты нас активно поддерживают. Сегодняшнюю акцию поддерживал мэр города Магас, который оказал содействие, политическая партия «Единая Россия», комитет по делам молодежи. Футбол, волейбол, баскетбол. Главное преимущество занятия физкультурой – это доступность. Не нужны ни тренажерные залы, ни спортивные клубы. Практически в каждом населенном пункте есть стадион, поэтому любой может выйти и сделать пробежку, а заодно и поупражняться. Хожу на тренировки, занимаюсь боксом, а также и увлекаюсь и футболом время от времени. Как ты думаешь, что было тяжелее, увлекаться тяжелыми видами спорта или сегодня прошагать 1000 метров? Ну, конечно, легче прошагать 10 тысяч метров, и еще побеседовать с различными волонтерскими организациями и волонтерами. Ну, намного круче так. Согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневно нужно проходить от 6 до 10 тысяч шагов. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезни опорно-двигательного аппарата. В нашей стране идея развития естественных методов оздоровления принадлежит Лео Баккерия. С известным хирургом согласны многие. Современная молодежь не особо много внимания уделяет именно такой пропаганде, и каждый должен понимать, что именно ходьба, она является все-таки в первую очередь пользой для здоровья, а все остальное это уже на втором плане. Это мы все должны понимать. Просим всех граждан нашей республики тоже принять участие, чтобы укрепить свое здоровье, чтобы прибавить силы. Вот ты сама пришла на каблуках, тебе было тяжело? Да, мне было тяжело. Я прошагала где-то 2000 шагов. Всемирный день здоровья совпал с днем создания мирового сообщества, в которое входит 194 страны. Каждый год эта дата посвящается глобальным проблемам. В 2021 День здоровья посвящен теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Девизом стали слова «Построим более справедливый, более здоровый мир». В общем, чтобы принять участие в всероссийской акции, достаточно просто скачать приложение «Шагомер» и ежедневно отправлять отчеты. Ну а мы вместе со съемочной группой преодолели 2284. Хава Гагиева, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.